Зе Хильи. Так, Урвонхун, Харжавайн, Дурвонхун. Интересно, как-то лайки стоят. Не горизонтально, а в столбик. Впервые вижу вообще. Лайки отображаются так. Так, ну сейчас немножко люди подключатся и начнем, наверное. Бананов идут, подключайтесь. Действительно интересно, конечно, лайки стоят. Как-то впервые такое вижу. Столбиком. 1.9. Интересно. Сегодня стрим, который я, по-моему, еще месяц назад хотел провести с МБНА. И вот только сейчас добрался до него. Все переносил. Сегодня даже тоже перенес. Вообще на завтра хотел перенести. Ну ладно, уже думаю, сколько можно переносить. Ну, я все как-то запланирую стрим. И тут, допустим, с Надеждой Юрьевной надо провести стрим. Еще с кем-то. Короче, так и до темы не добирался. Арвандурвунхун Харжавена. Так. Еще что, перед основной темой хотел поговорить как раз про 23 февраля. Меня тут... Я вообще про него забыл, про эту дату. И тут меня внезапно поздравили. Ну, так как я не стал, в общем, спорить там с человеком, да, но и ничего не ответил просто. Так как этот праздник я не планирую и не планировал никак отмечать. И более того, это вообще оскорбление на самом деле для коренных народов, этот праздник. Какая нафиг Красная Армия? Это оккупационная армия, которая столько вреда вообще натворила для коренных народов. Праздновать этот праздник – это вообще глупость. То есть это, знаете, праздновать то, что вас оккупировали, и еще радоваться этому, и еще в этих оккупационных войсках служить. То есть это Амарсен Сыхах, Дамжулгах, Ракшит, Самбяна. То есть это вообще бред полный. 8 марта это совершенно другой праздник. Это же Международный женский день. Ну, вообще-то это день борьбы женщин за свои права, если уж так взять. То есть тоже в совке как-то назвали вражки. Международный женский день. Причем здесь вообще, что это значит Международный женский день? Это когда женщины, на самом деле это когда женщины начали бороться за свои права, а не то, что просто Международный женский день. И что? То есть они, видите, это в совке-то тоже хитро делали, что типа женщины же начнут задумываться, а что, почему, что за, ну, как сказать, праздник такой, когда мы начали бороться за свои права, начнут какие-то вопросы задавать, истории изучать и требовать чего-то. И тут просто сделали, вот Международный женский день. Что вообще ни к чему. То есть таким же успехом можно Международный мужской день назвать, только в честь чего он там будет, непонятно. Ну, а 23 февраля, конечно, этот праздник в независимой Бурятии надо сразу же отменить и вообще забыть его, и больше никогда не вспоминать. То есть это, ну, сами понимаете, праздник оккупационных войск. Так что такой праздник это вообще отмечать для нас никакого смысла. Даже наоборот, это оскорбительно, в общем, праздновать день оккупационных войск. Это же был День Красной Армии, потом День защитника Отечества. Ну и, как выяснилось, кого от кого защищать-то? Кто вот реально мог напасть вообще на Рашку? Да никто вообще. Кому это надо, во-первых?
То есть, кроме вот этих вот маразматиков старых, которые уцепились за власть, вот эти вот все игры с властью, с захватом чужих территорий, они никому уже давным-давно не нужны. Это у них в голове сидит какой-то бред с величием, с ну, какая-то ерунда, короче, в голове. Но, опять-таки, здесь я не собираюсь оправдывать народ, потому что послушал этого Буковского. Человек 12 лет отдал своей жизни, сидел за свои убеждения в совке, в 1976 году его обменяли, уехал он в Англию, там жил, вернулся в 90-е годы, тоже пытался что-то изменить, и толку вообще нету. Это, знаете, я вот помните, я вам рассказывал, и пример, кстати, отличный. Вот Россия – это Нигерия, это точно, это 100%. То есть, когда человек долго живет в крепостном праве, в рабстве, по сути, что-то меняется вообще в душе человека. То есть, это уже, ну, это уже, я не знаю, человек это или нет. Что с ним вообще? Что-то, какая-то глобальная перестройка происходит. То есть, он уже не способен сопротивляться ничему. То есть, это просто какая-то наполненная, ну, внешне-то это вроде человек, все факторы, но внутри у него наполнение, он не способен ни к сопротивлению, ни к высказыванию своего мнения. Это просто, вот знаете, я даже не знаю, какие слова привести вообще. Ну, просто как какая-то калька с человека. То есть рабство упивает душу человека, вот что плохо. Душу, его просто элементарное право на какие-то, на свое мнение хотя бы, да. То есть вот сейчас стоят там менты, но насколько тупыми надо быть, стоят возле памятника жертвам политических репрессий, это вообще даже как фарс выглядит. Этот памятник воздвигли как раз-таки, чтобы вот этот вот террор никогда не возвратился, да, который при Сталине был. И его же теперь охраняют. Это вообще бред полный, то, что происходит. Тогда уж сносите этот памятник, но они тоже что-то мямлят там. Сносите все полностью, вообще все там, заново запрещайте этого Солженицына, Шаламова, все эти книги сжигайте, да, там как фашисты, вот, костры большие разводить прямо на площади и все туда скидывать. Ну тогда уж надо и Ленина запрещать, потому что они же против империализма боролись. Ну хотя это тоже все, по сути-то, обман был полный. То есть это все вообще, если уж так взять, это даже никакой ни логики, ни простому пониманию ничего не поддается. Что просто вот это какой-то фарс на фарсе вообще происходит. Памятник политическим репрессиям есть, туда цветы принести, возложить нельзя. Но этот же памятник против вот этих вот козлов и строился. Это что за вообще дурдом какой-то полный. Я говорю, уже скоро надо будет, знаете, вот везде ставить. Вот это вот, кстати, я давно это заметил, почему везде охранников понаставили. Во всяких там детских садах, в школах, в торговых центрах, везде, куда ни посмотри, везде какой-то лентяй сидит, ничего не делает, ну и просто отбывает сутки, да. Ну, по-другому как назвать-то, человек ничего не делает. Он никакую, на самом деле, полезную роль там не исполняет. Если что-то захотят сделать, там, злоумышленники, мошенники, бандиты, да, они все равно все это сделают, если захотят. Суть-то в другом, это психологически нагнать просто вот, что это не страна, это тюрьма какая-то. Везде стоит какой-то якобы security, охранник, надсмотрщик, по-простому этот, дубак, да, так же их зовут, вражки-то, дубаки. Вот, профсоюз работал, никак не может от этого избавиться. Этого. Ну, дубаки, они есть дубаки, конечно. Вот правильно Водорская сказала. КГБшник, кроме тюрьмы, ничего не сделает. Вот оно и вышло все.
Ну насколько же надо быть ограниченными людьми все-таки, да, в этой рашке? Взяли, выбрали заново себе президента КГБшника. Ну ладно, допустим, сфальсифицировали выбор, но у вас на тот момент было право. Могли выходить, бунтовать, все что-то делать. Нет же, сидели, смотрели. И вот я опять-таки Буковского это слушал. В 60-е годы, получается, он, видимо, несколько раз сидел, вышел из очередной отсидки за свои убеждения, встретил своих друзей, и друзья, в общем, вместо того, чтобы что-то делать, высказывать свое мнение, с детьми там гуляли, там диссертации писали, дипломы защищали, ну, то есть, типа, жили своей жизнью, приспособились. Ну и, как бы сказать, время на борьбу, на какие-то действия не было. То есть никакого смысла в этом не было, да? То есть их вот принятию этой жизни. И в итоге в 80-х годах началась война в Афганистане, развал Совка. То есть вот эти дети, которых они воспитывали, они, ну, кто-то пострадал, кто-то там умер в Афганистане. Так еще это и оккупационная война была. То есть, вот смотрите, вот в чем вообще самый кризис-то? Если вот поколение, да, какое-то, ну, ни хрена не делает, то обречено-то следующее поколение. Ну и это, конечно, беспонтовое, которое сидит, прячется. И вот так из поколения в поколение идет. Поэтому, с одной стороны, конечно, грустно, что ну, вот эти люди превратились в рабов конченых, да, и ну, уже ничего, ни на что не способны. Ну, я вижу выход только в том, что сейчас должна распасться эта гребаная империя, и надо просто непосредственно в нашей республике и вообще в республиках коренных народов устроить ну, какую-то полную демократию, ну, чтобы вообще вот этот вот дух рабства просто выбить навсегда, потому что мы, к счастью, вот наше преимущество, мы недолго в этой империи, мы там не 500 лет находимся в этой империи, да, не с момента ее основания все-таки. И у нас вот этот дух рабства, он так не пропитал. Поэтому, ну, сколько, 100 лет максимум, да. Ну, конечно, эти 100 лет тоже были такими, что мало не покажется. Сколько геноцидов проводилось, сколько волн эмиграции, вообще сколько людей уничтожено. Если нас должно быть 1,5-2 миллиона бурят, да, то сейчас 460 тысяч. То есть 3 раза больше должно населения быть. Где все эти люди-то нерожденные? Понятно, в Афганистане, да, эти мужики погибли, в Чечне, в Сирии, сейчас в Украине сколько гибнет народу. Там удобряют земли, поля Украины. Хорошо, хоть какое-то есть сопротивление все-таки в Улан-Удэ. Кто-то там эти надписи пишет, да, там что-то делают. Ну, все-таки хоть какое-то достоинство осталось там у жителей Бурятии. А то, ну, совсем вот так пролечь и ничего не делать, это тоже, не знаю. Ну, плохо, что у людей просто, знаете, у россиян достоинства нету, по сути. Так вот, ну, как сказать, молча повинуются просто. То есть вот выбрали, да, в 2000-м, все повторяется постоянно. Выбрали в 2000-м себе Путина. Вот вам сколько войн, да. В 2014 году, сейчас какая кровопролитная война. 500 000 уже там погибло. 500 000 человек безвозвратных потерь. Но это, я так понял, убитые непосредственно и тяжело раненые и так далее, которые уже в строй не вернутся. Неужели русским людям своих граждан хотя бы не жалко? Вот это я не могу понять. Так, это Василий Булдахонов, что там пишет? Не, отлично, говорит. Пошел ты в задницу, короче. Вот пора блокировать давно этого ватника этого. Со своими ватными какими-то идеями. Давайте развалить Россию. Давно пора, надо было еще в 90-х годах выйти из состава этой империи. Но видите, на тот момент, ну видите, какой оказывается
Какие люди-то были на тот момент? Вся их идея была в том, что просто Бурятию, в Бурят-Монголию. Но, с другой стороны, в чем их винить, если это люди, как раз-таки рожденные в совке, в этом геноциде, уже взрослые люди, которые уже не смогли ничего себе поменять. Это мы, ладно, другие в 90-е годы, да, стали взрослеть, ну, то есть детьми были, подростками, то есть когда относительная свобода все-таки была. У нас мировоззрение совершенно другое. А это-то люди, которые вот все сознательное время провели в совке, они просто не могут, у них внутренне уже нету, они не могут даже ничего высказать, потому что, ну, уже вот это рабство просто внутри. Они уже не могут ничего поменять в себе. Это бесполезно, это, ну, все уже. Что самое пугающее, это что вот эта молодежь, которая растет, она тоже в рабстве растет. Кто будет что-то делать, какие-то перемены, если они в крепостном праве новом? Как они могут? Если их изнутри уже с детства. Понимаете, мы когда пошли в школу, да, вот как раз перестройка, вот это все дело началось. Много, конечно, было чего такого, может быть, неприятного, но сейчас, я думаю, наоборот, это хорошо. Дух бунтарства у нас все это зародило, да, то, что учителя бастовали, там, шахтеры всякие, на телевидении полная свобода была, в прессе и вообще, несмотря на то, что были лихие 90-е, но тем не менее. Хотя, кстати, вот по воспоминаниям того же Бухковского, эти лихие 90-е, это просто вообще просто ерунда была. То есть то, что после войны творилось, какой там бандитизм был, то есть это вообще херня была по сравнению с теми 50-ми годами. Поэтому тоже про 90-е так сильно уж говорить нельзя. И коррупция тоже такая же страшная при совке была. Дошло до того, что Сталин собственного повара на воровстве, на коррупции поймал. Кого там говорить-то? Всегда в Рашке была коррупция. Но она, в принципе, везде в мире есть. Просто где-то в каких-то разумных как бы, масштабах. А в Рашке это, как сказать, ну, полностью вся, как сказать, все государство построено на коррупции. Без коррупции там ничего работать уже не будет. То есть, если они что-то выделяют, куда-то деньги, то они понимают уже, что вот там процентов 90 украдут, а на 10% будут что-то строить. И кинематограф точно так построен весь. Выделяют 100 миллионов, на миллион что-нибудь снимут, какое-нибудь говно, 99 украдут. То есть, в западной модели выделяют они 100 миллионов, а зарабатывают миллиард. И прибыль, ну, как сказать, берут себе. То есть, видите, там как бы по-другому построено. Ну, как и должно быть, я считаю. А не так, что, знаете, а давайте лучше украдем, да. Ну, и как бы смотрите, вот в чем сила-то вообще вот этого вот американского медиа, кинематографа, да, шоу-бизнеса. Вот смотрите, вот в какую ты дыру не приедь, да, просто в мире. И все там все равно будут знать, там, Том Круза, допустим, да, Ди Каприо будут знать, кто американский президент. А кто-нибудь вообще знает там нашего несчастного какого-нибудь Газманова, да, ну не нашего, это русского Газманова, или кто там еще есть, Шаман какой-нибудь. Кто вообще знает где-нибудь, кроме стран СНГ? Конечно, знать не знают. То есть нет, чтобы вот развиваться так же, как нормальные страны, да, своих звезд как-то раскручивать на новый уровень. Но нет же, надо вот войной какой-то заняться, никому не нужно. О чем ты говоришь, какое рабство? Ну какое рабство? А что, крепостное право это не рабство, что ли, был? Почему в России русские люди никогда не могут себе выбрать никого? То есть никогда выборов не было, никогда этот народ не был свободен. Я не говорю, что это вот, ну, конченые люди или что-то такое, но надо же об этом задуматься, надо уже что-то делать с этим. То есть вот, как сказать, жертва насилия, она не виновата в том, что с ней произошло, но в какой-то момент надо это дело признать и что-то делать с этим. То есть не все время, знаете, сваливать вину на других людей, да. То есть вот
Путин войну развязал, а виноваты американцы, допустим, там, или еще кто-то виноват. Все виноваты, кроме русских. Ну, пора уже что-то принять и что-то делать с этим делом. 500 миллионов там погибло, американцы виноваты, да. Ой, 500 тысяч погибло. Хорошо хотя бы кончили все эти разговоры, то, что там Донбасс бомбили, что-то еще, все какие-то отговорки. Но вот хватит просто этих отговорок, надо просто сесть и признать, что да, виноваты, да, Россия напала. Но почему вот это вот признания нету? И теперь, когда просто прижали, да, все решили делать вид, что ничего не происходит. Я смотрю, некоторые даже там 23 февраля отмечают. Вы что? Вообще упали, что ли? Что с вами, люди? Какое может быть вам 23 февраля? Какой день защитника Отечества? День, как сказать, оккупанта тогда уж надо отмечать, а не день защитника Отечества. И тем более коренным народам это вообще, это просто позор. Сколько эти красные народу положили коренных. Что красные, что семейские, что белые. Это просто все надо вещи своими именами называть. Хватит уже все это стесняться, об этом говорить. Все говорить как есть. Ну, признавать свою вину. Да, вот сейчас, если относительно бурятов брать, да, тоже идут, к сожалению, на войну. Я ничего не могу с этим поделать. Конечно, я осуждаю тех, кто добровольно идет, там бабки получает. Но тех, кого из постели подняли, мобилизовали, это жертвы, я считаю. Ну что они вот пришли, мусора, подняли тебя, все, поехал. И так получалось, что это из деревень же люди-то были. Те, которые не могут, у них инстаграма-то нету, или каких-то социальных сетей, ВКонтакте, наверное, даже нету. То есть они не могли никак рассказать, тем более там так принято, что надо молчать. Ну, такой менталитет, в принципе, у деревенских, надо поменьше болтать и так далее. То есть это тоже вот как бы все на руку, на самом деле, режиму, когда такое бессловесное население с такими вот, как сказать, ну, с одной стороны, это плюс, конечно, но с другой стороны, сейчас время совершенно другое. То есть, если мы хотим как-то адекватно развиваться, надо за мировыми тенденциями, в принципе, смотреть, что там в мире происходит, как вообще люди развиваются. Либо мы сидим вот в каком-то 19 веке, средневековье, ну, куда рашка стремительно и катится, либо мы развиваемся. Но то, что сейчас происходит, это вообще... Я вот не знаю, как русские себя христианами называют. Вот тело даже не могут отдать. Это вообще ну, ни по-христиански, ни по-мусульмански, ни по-буддийским никаким как бы понятиям, ну, не канает вообще, да, даже просто по понятиям, если даже по блатным, да. Ну, вы тело хотя бы отдайте, чтобы похоронили люди, попрощались нормально. Ну, неужели это сложно сделать? Это вообще какое-то издевательство, еще там мать запугивают. Ну, это что вообще такое-то? Это просто... Ну, эти мусора вообще сами что думают, если с ними так поступят. В любой момент все это может... воронка репрессий, она начнет затягивать их самих. Всегда так было. И с Ежовым-то что случилось? Да и самого Сталина тоже, вероятно, грохнули. Непонятно, сам ли он умер вообще своей смертью. В те времена хотя бы этот КГБ под управлением партии был, а сейчас ФСБ вообще ее никто не контролирует. Все что угодно делают. То есть, послушал я этого Буковского, конечно, грустно стало, что столько лет человек боролся. Понятно, что это не напрасная борьба была, но тем не менее, столько лет жизни отдал, пытался, да, всеми силами там, отсидел даже, да, ничего не боялся. И такой вот результат. Что с народом с этим не то вообще? Ну, хотя бы одно-то надо было понять, что вот больше силовиков всяких, бывших мусоров, бывших дубаков во власть просто пускать нельзя. Не надо слушать все эти заявления, там, да, вот твердой рукой там порядок наведем. Иди в задницу просто со своей твердой рукой, запихай ее себе куда-нибудь подальше, свою твердую руку и все. Надо уже жить по-человечески, по-нормальному, без вот этих войн. Что в итоге войнами вообще можно добиться-то? Так,
пишут тут. Какие президентства? У меня вообще нету. Надо этих всех блокировать, ботов. Ладно. Да просто ватный, необразованный, пьяный народ в большинстве причем. Ну да. Ну я говорю, вот Буковский очень тоже, вообще классный мужик, послушать его, все в точку говорит. Он и все предвидел вообще, и про распад тоже. То есть все это ждем. И смотрите, любая власть, да, любого диктатора, она все равно приводит к деградации государства и к финалу вообще его. Так что распад обязательно будет, так что просто ждем, сидим. Но другое дело, что какие семена-то посеял Путин с этой войной? Сколько людей уже на фронте побывало, сколько людей уже с ПТСР этим, да, сколько израненных, для которых убить человека вообще ничего не стоит. То есть вот этот всплеск преступности, он уже на самом деле, да, огромный. То есть там то, что в деревнях творится, мы просто не в курсе. Приходят эти все так называемые герои, вагнеровцы, да, там устраивают беспредел. Но если человек сидел за убийство, да, его отпустили, еще деньги ему дали, вернули его в мирную жизнь, и причем еще не сказали, что он преступник, а его реабилитировали, и он типа в статусе героя. Так он и будет творить то, что, как сказать, захочет. Это же, ну, ежу понятно, да, я думаю. Просто все это замалчивается СМИ, а в реальности-то сколько убийств, сколько всего. Даже вот один читинский бурят, который, ну, тоже какой-то, я не знаю, просто маньяк какой-то, какую-то девушку, девчонку совсем, 18 или сколько там лет, короче, убил, изнасиловал, голову отрезал, ну, это вообще там жесть какая-то. Голову в окно выкинул, потом посадили его, потом отправили на войну. С войны вернулся и опять кого-то замочил. Ну вы что ожидали от маньяка, который голову людям отрезает? Что он придет, он типа там сходил на войну героем стал, что ли? Не, ну вот реально, вот сами мусора о чем думают? Вот такой человек с войны возвращается. Он что, лучше станет, что ли, думать? У него еще бабок валом. Он еще в статусе якобы там героя какого-то. Бухла набрал, пошел опять людей мочить. Или что потяжелее, наркоту там, не знаю. Это же вообще понятно любому дебилу. И то, что вот это общество сидит и молчит на все, смотря на это, да, ну это я не знаю. Хотя бы какие-то отряды самообороны надо тогда создавать, чтобы гасить этих всех беспредельщиков. Так у них и в тюрьмах сидят большинство за убийство на разных почвах. Тема одна: по пьяни, под наркотой или из-за этих вещей, не считая бытовухи. Ну и вот сравнение с Нигерией, это просто абсолютно адекватное. Как раз таки Буковский про это говорил. Ну она точно такая же. По населению большая страна, очень богатая ресурсами. Но видите, они тоже были колонии, ну как Ирашка, да. Ну, Рашка сама себя колонизировала. Но видите, в чем проблема, вот оказывается, вот этих стран, я вот заметил, когда они освобождаются, они все равно не могут почему-то нормально жить. Что-то с людьми становится не так. Вот помните всю эту историю-то я рассказывал с этим огромным зданием, таким круглым, да, получается. Там тоже ушли колонизаторы, оставили их. Дом был прекрасный просто. И они перестали там, люди заселились, перестали платить за коммунальные услуги, все там светом, все пообрубали. И они мусор даже не выкидывали на улицу, они просто его скидывали внутрь двора. И там мусор до 5-го этажа набралось. Ну, то есть, видите, что-то с людьми внутри становится не так. И они, как сказать, какие-то не самостоятельные. Все надеются, что государство им сделает, что-то там, кто-то придет, что-то поможет, что-то такое. То есть, ну как-то навыков самоорганизации нету. Что-то, я говорю, с людьми становится не то, когда они живут под колонизацией. Поэтому с нами что-то не то произошло. То есть, очевидные вещи люди понять не могут. Они просто не перестают
мыслить. Вот в чем самая большая проблема-то. Элементарные вещи просто понять не могут. Что война это плохо, что убийство это плохо. Нет, они просто перестают думать, отключается мышление и все. То, что сейчас Навального там замочили, это ничего хорошего не грозит вообще. Этих Ямы Фургал, да, экстремистским движением назвали. Ну как можно вот это вообще... Башкорт, по-моему, тоже, да, признали экстремистским. Какие-то простые вообще вещи, которые, ну, элементарно понятны всем. Взять тот же Хабаровск, да, там на пике 120 тысяч, да, на марше было человек. Это сколько? 5-я часть. В Хабаре, по-моему, 600 тысяч, да, населения. Ну, 120 тысяч, представьте. 5-я часть города вышла. И что, все они теперь 120 тысяч экстремисты? А я думаю, поддерживали вообще, наверное, весь город. Плюс не только же с Хабаровска, в Владивостоке митинги были. Да по всему, короче, Дальнему Востоку, они, в принципе-то, они дружные. Выходили люди, поддерживали. Я там тоже поддерживал их, да. И что, я вот теперь экстремистом стал, что ли? Ну, ролики записывал в поддержке Фургала. Ты к чему клонишь? К чему? К тому, что надо обретать независимость. Тогда проще будет. Ну а в России, в русских регионах, я не знаю, что там делать вообще. Там какая-то огромная просто работа нужна. Еще дело в том, что оппозиция-то она вообще не хочет никаких перемен. Русская оппозиция. Они-то в основе своей имперцы. То есть у них вот этой вот проблемы-то они не видят. То есть все хорошо, вот виноват только Путин. Ага. Ну как Путин виноват-то? Он что? Он один лично сидит за всеми танками, что ли, клонировался или как? На самолетах летает, кнопки эти нажимает, дроны запускает, с автоматами там бегает. Один Путин во всем виноват, да? Ну нет, конечно, виноват-то кто? Ну в основе русский народ, они же его поддерживают. И тут хочешь не хочешь, а мы колонизированный народ. Ну да, у нас тоже, конечно, есть наша вина, ответственность, но она чуть меньше, потому что мы все-таки колонизированный народ. У нас вот хоть какая-то такая отмазка есть маленькая. Ну, совсем чуть-чуть. Конечно, никто не отрицает, что на нас ответственность лежит. Но по большому счету, вот смотрите, войну начали, да, если русский народ вышел бы в Москве, в Питере, во всех больших городах, ну просто миллионами сказали бы, нет, какая война, это же Украина, как мы можем на нее нападать? Ничего бы не было бы. Но нет, все сидели, все молчали, всех все устраивало. Даже наоборот, была же поддержка, я это видел. У нас там мероприятие было на Байкале, приехали эти все москвичи на понтах там, увидели эту будку, такую в английском стиле есть же, о, типа трофейный, там, ха-ха-ха, что-то такое. То есть я думаю, откуда у вас эти понты взялись вообще? Это еще март был, то есть, ну, тогда уже получили маленько, конечно, но все равно. Какие-то понты, короче. И вот в итоге, видите, 2 года прошло, какую-то Авдеевку взяли, какой-то несчастный то ли поселок, то ли деревня, и там шума столько, как будто, я не знаю, там, ну, как будто что-то такое захватили конкретное. И своих 500 тысяч положили уже. При штурме этой Авдеевки, сколько говорят, 50 тысяч тоже безвозвратных потерь. Что, неужели все это вот жизнь, да, стоит какой-то земли? Сегодня я смотрел, сколько там квадратных метров-то. В Корее 100 тысяч, да, всего квадратных метров. В Рашке 19 миллионов, по-моему, да, квадратных метров. Ну, вы просто сравните уровень жизни, да. Они, почему вот корейцы такого добились-то? Да просто элементарно, у них ничего не было. И если они не будут включать свои мозги, если они не будут думать, как вообще выживать в этом мире, у них нет ни ресурсов, ни земли, у них ни хрена нету, да. Они тут до сих пор, как сказать, на всяких заводах, да, там фабриках, на обед подают какую-то траву, какой-то суп из травы, ну какую-то шляпу, да, честно говоря. С мясом тоже не так все хорошо, все привозное же в основном. Тут как бы невозможно все это развить. Кроме риса, трав, всяких осьминогов, рыб, да, ну сильно как бы ничего никогда не было. Корея никогда не была богатой. Это только вот сейчас
потому что взялись за демократические перемены, осознали, что надо двигаться, надо мозги включать, да, что-то делать, шевелиться. На такой маленькой территории, без ресурсов, без помощи, без ничего, ты ни хрена тут не сделаешь. Ты просто сдохнешь с голоду, и все. Вот кое-как там на рисе прорывались. Почему они такие маленькие, худые, да, в отличие там, от бурятов, допустим, монголов. Ну, конечно, буряты, монголы там на мясе сидели, на молоке. Это совершенно другая получилась генетика. А все остальные-то народы, японцы, китайцы, ну, как бы никогда не были так обеспечены-то, как мы. Ну, в плане питания и так далее. И вот начали включать свои мозги корейцы. И вот каких результатов достигли. Сейчас сколько здесь россиян гастарбайтерами живут и довольны, что приехали. Только на G1, да, на эту визу беженца 5700 человек подали. Ну, больше 5700 с лишним, с копейками, короче. И это только за 23 год. Сколько в 24-м, интересно, году будет? Ну, кого-то, конечно, все равно депортируют, у кого там совсем кейс слабый. Ну, в основном, конечно, все придумывают они, но с другой стороны, молодые парни-то, ну, как бы причина же есть, то, что война идет. Корейцы, видите, все-таки россиянам, русским людям помогают, не отворачиваются от них. То есть они разделяют, что есть государство, да, которое ведет политику, и есть люди, которые не хотят просто пушечным мясом быть, приезжают сюда и получают тут вот это убежище, живут тут, работают. Ну и, кстати, неплохо зарабатывают, конечно. То есть я вообще еще не понимаю, вот у кого такое оправдание, да, вот там, мол, на войне так много платят, я пойду там кредиты закрою. Ну, здесь, в Корее, ты больше будешь зарабатывать. Ну, тут не надо даже быть каким-то, я не знаю, гением, да. Некоторые работы, но они совершенно простые вообще. Что-нибудь принести, что-нибудь там поднять, там, типа грузчика, короче, или еще что-то. Любой люмпин, любой дебил вообще с этим справится. И ты больше будешь получать, чем ты там на войне. И тут риски совершенно вообще разные, да. У тебя, во-первых, психика нормальная будет, да. Ты живой тут останешься. Ну, бывает всякое, но такие смертельные, это просто, наверное, там очень редко, короче. Я такое даже не слышал никогда, что кто-то там погиб. Ну, хотя кто-то с высоты падает, но это опять-таки от человека тоже все зависит. То есть настройки-то, я думаю, ну, реально, то есть с высоты упасть. Но это несравнимо с тем, что тебя там мясной штурм отправят, да, на войне. И что, даже если ты живой останешься, то ты какой вернешься-то внутри? Это же полностью расшатанная вся нервная система. Люди возвращаются, там всего боятся, шума, шороха, начинают там бухать. Все, что заработали, на себя же и тратят, на наркоту, на алкоголь. И потом своих домашних гоняют. Ну куда это? Что за жизнь вообще? Для чего это? Что за отмазки? Вот мне там платят, я пойду на войну. Да и для чего ты туда идешь? Это же не там в песочнице играть. Людей убивать, что ли? Детей вот этих. Что они в конце концов вообще сделали, украинцы, русскому народу, я не понимаю. Вот за что их убивать вообще? Да, ну худут. Я немножко отвлекся от основной темы, к сожалению. Так, ну давайте вернемся к основной теме стрима про настоящих как бы героев, символов вообще бурятского народа. То есть сейчас, ну вот не в обиду, да, ну кто-то там говорит площадь Баирова. Ну блин, вы сравнили тоже же там Баирова, этого Бурнацкого. Ну это вот люди совершенно при всем уважении, но не того масштаба, да, там. То есть если площадь, то площадь Чингисхана, естественно. Какой там площадь Баирова? Вы что, смеетесь, что ли? Ну, это личности просто, ну, как сказать, масштаб личности совершенно разный. То есть, если
памятник ставить, то памятник ГСРу, естественно, на главной площади. Ну, то есть можно вот площадь ГСРа, допустим, сделать, да, с памятник, потому что в Улан-Баторе уже есть площадь Чингисхана. Ну, сейчас она, правда, по-другому называется, но, в принципе, это все понятно. Там же Чингисхан сидит в огромном кресле. И с двух сторон его ну, худут, короче. И вот эта улица Ленина, ее улица Чингисхана можно назвать. Ну, главные такие вот улицы. То есть мы вот должны возвращаться-то не к каким-то, знаете, вот... Я вообще даже не понимаю, в чем вообще заслуга Бурнацкому, если уж так взять. В сравнении с ГСРом и в сравнении с Чингисханом. Ну, это просто как бы как-то смешно даже, да, вообще в принципе звучит. И это нас отрывает вообще таки от корней наших, да, от чего-то такого важного, основного. Смотрите, вот в Москве же, да, там собор этого, ой, собор Василия Блаженного же там, а в Питере Спас на Крови, да? Ну да, ну Спас на Крови, да, он посвящен вообще-то, это тоже не такая уж историческая личность, но тем не менее. Имеется в виду, всегда надо, я считаю, самых основных представителей народа, мы же все-таки потомки Чингисхана, ГСРа, это совсем, ну, как бы сказать, люди, которые, ну, да, конечно, вклад свой сделали, но это несоизмеримо с другими личностями-то. Поэтому, как сказать, там Бурнацком, Баиров и Чингисхан и ГСР, ну это просто вот равно ставить нельзя, я считаю. И смотрите, вообще с ГСРом почему-то какая-то борьба идет, я не понимаю. Сейчас же отменили же праздник Дангина и ГСР. Помните, раньше всегда так назывался. Сейчас Батра Дангина называется. То есть, ну я знаю, что это Сангха настаивает на этом, что типа ГСР там враг буддизма и так далее. То есть, ну что-то, вот я не знаю, видимо, все-таки, ну, к сожалению, нынешняя Сангха, она не хочет сплочения, видимо, бурят, чтобы... Кто вот такие наши лидеры-то, да, не хочет чествования ГСР, и из-за этого вот как-то, ну, пытается вот что-то делать, отменять такие мероприятия. Хотя я считаю, что когда независимость Бурятии обретет, надо сразу же этот праздник вернуть прежнее название. Что за Батор? Он вообще... Ну, понятно, что Батор это, да, там, богатырь, все вот это в этом плане, да, но это же никакого исторического этого-то не несет значения. И поэтому здесь, конечно, надо глубинным корням возвращаться, к героям, которые, ну, действительно в пределах Чингисхана это вообще все человечество знает, да, человек тысячелетия. Вот такие вот примеры надо ставить, я думаю. Таким людям памятники, в честь таких людей улицы называть. Но, как сказать, причем здесь все-таки Баиров, да, ну там это вообще просто, честно говоря, ну, смешно как-то, там площадь Баир, ну вы что, ребята, при всем уважении к Баирову, ну, как сказать, никто из нас сейчас, ныне живущих, я думаю, уже не сможет. Ну, хотя, если сможет, конечно, добиться таких результатов, как Чингисхан, это будет, конечно, круто. Ну, в плане не то, что там будем завоевывать всех и так далее. В плане, может быть, интеллектуальные какие-то будут у нас прорывы. Может быть, воспитаем какого-то гения, там, Нобелевского лауреата или еще что-то. Ну, то есть, Илона Маска бурятского, да, допустим. Ну, и в этом плане имеется в виду. Сейчас, конечно, в принципе, решать вопросы таким способом, ну, нет никакого смысла. Ну и тем более, да, в чем еще вот этот вот позор Тарашки, да? Во-первых, никого не предупредили, что собираются воевать. Во-вторых, ну, я никак не оправдываю, конечно. Вообще, в принципе, имею в виду, что на что они вообще рассчитывали-то?
Это армия, да, вот кто туда ходил в армию, к счастью, я не ходил в армию, все рассказывают, что ну, полностью она разворованная, все там э, продается, все эти танки, все там свободно в Авито до сих пор продается, да. Ну, сейчас вот я не знаю, не смотрел, но как-то было там 66-й, допустим, там продается с НЗ. Ну, понятно, откуда НЗ-то может быть, только с армии. На что вообще рассчитывали? И все вообще представляют же, что в армии все время там что-то продается, ну, хотя бы солярка. Все там что-то воруют, что-то делают. И что? На что они вообще рассчитывали в этой войне? Другое дело, что, к сожалению, Украина не подготовилась, я так понимаю. Ну, видимо, тоже свои внутренние проблемы. Вообще, честно говоря, правительство наших вот этих вот стран СНГ, ну и как выясняется вообще и в Европе проблемы сейчас есть. То, что они не могут никак сконсолидироваться и помочь Украине. Ну и, видимо, просто нет сейчас этого вооружения. Уже, видимо, никто не думал, что такая масштабная война в принципе возможна. Перестали они военное вооружение выпускать. Америка, они как бы далеко, у них какие-то свои внутренние проблемы. Сейчас не хотят в это влазить. Ну, если бы адекватную помощь предоставили Украине заранее, может быть, Рашка и не рыпнулась бы вообще в принципе. Ну или хотя бы сейчас делали бы эти поставки нормальными. Но я думаю, они все равно помогут, они же все-таки не дураки. Но сейчас, что моросят, это, конечно, непонятно. То есть какую-то волю надо все-таки проявить. Лидеров, к сожалению, таких ярких тоже сейчас нету. Ну, видите, в принципе, почему Путин на это и решился? Он же сам-то как бы, ну, не сказать, что это яркий какой-то сильный лидер, да? Но это же Клоп, по сути. Моль, не зря его зовут так. Но видите, даже Моль может казаться каким-то, как сказать, устрашающим фактором, да, в этом мире, если нету настоящих каких-то политических лидеров, сил. Поэтому, ну вот, видите, даже обладая такой несчастной армией, такой разворованной страной с рабским населением, все равно можно грозить миру, оказывается. Ну и, знаете, я вот все время про Савромата говорю, но я вот немного вот в шоке был, когда он там начал Юлию Навальную осуждать, что она поехала к президенту США. И что вот, мол, Навальный такой молодец, что в Рашку приехал, все такое там. То есть я вообще не понял, знаете, у него какое-то ватничество порой все равно проскакивает. Типа вот политика в России должна делаться в России, то есть тебе обязательно надо в Рашку ехать. Но человека замочили, да, как он может там заниматься политикой? А если бы он не высказывался, да, он бы сидел просто молча. И где здесь какая политика, я не понимаю. То есть сейчас же понятно, что гораздо эффективнее все-таки что-то делать за рубежом, да, там правительство в изгнании создавать или еще что-то. То есть какие-то у него выводы, ну, совершенно идиотские. Сам тогда почему, вот, как сказать, если ты блогер, значит, ты должен быть блогер в России, да. Вот пусть туда сам тогда едет. Он уже столько наговорил, что ему там тоже лет на 20 посадят. Тут тоже какой-то бред вообще говорит. Вот, типа, надо в Рашку ехать, там политику делать. Как ты туда поедешь, если там нет никакой возможности что-то делать? Такой бред. И то, что поехала она к президенту США. А что в этом плохого, я вообще не вижу. Юлия Навальная. Ну, поехала заручиться поддержкой. Куда тебе ехать, как не в самую сильную страну мира? И там общаться. Но это значит о том, что такое уважение к вот этой Юлии Навальной, что ее даже президент США принимает, а он ее, наоборот, осуждает. Я думаю, что у него какие-то выводы вот абсолютно какие-то ватнические. Вот, типа, она поехала в Америку. И что такого?
Почему он вообще Америку недолюбливает, я понять не могу. Почему русские люди не любят Америку, американцы? Что они вообще им сделали? Вот непосредственно американцы, что плохого сделали вообще русским людям? За всю историю они всегда, американцы, помогали наоборот. Когда Первая мировая война была, да, вот ленд-лиз, тоже помогали американцы. Помогали еще с этим, с индустриализацией. Что вообще плохого американцы сделали русским людям? Ничего плохого они не делали никогда. Ну да, вот когда холодная война была, да, как ее, напряжение было. Ну так кто это развязал-то? Это же Сталин и развязал. По итогам Второй мировой войны были же союзниками. И кто начал-то потом? Сталин и начал. Так что тут надо только на себя обижаться. И потом эти ножки Буша-то, вот это вот все, помощь гуманитарную. В 90-х годах жрали же, не, как сказать, не поперехнулись же там, поперек горла не встал кусок, да, когда жрали эту всю гуманитарку. И сейчас, вот знаете, вот, ну что за неблагодарный какое-то быдло просто. Всю эту жрали, да, эту гуманитарку, а сейчас плюются, вот американцы такие. Ну платите тогда, отдавайте бабки за эту гуманитарку. Ну это просто вот какой-то, я не знаю, какие-то неблагодарные вообще люди. Да и никто же не собирался этим попрекать там, да, куском хлеба-то, по сути. Это я просто рассказал об этом. Но можно было бы хотя бы как-то, ну, с уважением, что ли, относиться к этим людям. Что они вам плохого сделали? И американцы вообще, если так взять, это нация, которая замкнута на себе. Они, все, что их волнует, это собственная страна. Сейчас особенно. Сейчас они уже во внешнюю политику никуда не лезут, никому ничего не доказывают. Они вот на себе зациклены, свои какие-то проблемы решают. Там тоже, конечно, есть свои проблемы, кризисы и так далее. Но в принципе, вот непосредственно, что они плохого сделали вот русским людям? Вот вручили, всучили эти айфоны, да, которые ненавистные айфоны, да, или что? Теслу, да, компьютеры. Что американцы сделали плохого русским? То, что развивается, то, что там, как сказать, фильмы создают, музыку. Вот прямо неприятно так слушать американскую музыку или фильмы смотреть. Только все совковое надо смотреть, которое тоже так же и своровано, опять-таки, с Голливуда. Вы просто посмотрите все эти как бы обзоры популярных блогеров. Да, знаете, как вот было-то? В ГИКовские студенты имели доступ к мировой базе кинематографа. Они просто смотрели то, что выпускают на Западе. И многое просто заимствовали. Ну, воровали, грубо говоря. Но, в принципе, заимствования ничего плохого на самом деле нету. То есть все режиссеры этим занимаются. Но там некоторые моменты просто тупо воровали. То есть надо заимствовать как-то творчески. Гайдай этим грешил. Да многие. Откуда им было брать-то вот идеи свои? Просто-напросто. Если ты живешь в стране, я не говорю, что они бесталанные были. Если бы они бесталанные были, никто бы их не смотрел. Но вот как сейчас вот снимать кино там в Рашке? Все запрещено, да? Направо-налево, как сказать, как это было там, Ширли-мырли? Направо-налево стреляю, да, там, прыжок, попытка улететь, что-то такое, короче. Где ты, какую тему ты придумаешь? Поэтому они и брали с каких-то комедий, да, каких-то фильмов, сюжет брали и, то есть, его типа осваиванием занимались. Наши советские эти режиссеры. Ну, как наши-то, оккупационные. На самом деле, истории о бурятах, допустим, других народов не было только в контексте того, что вот совок пришел, типа все образование дал, а так это где-то там какие-то отсталые, типа коренные народы. А кто их сделал отсталыми-то?
Если бы не русская оккупация этих земель, то и не было бы никакого отставания. Вот сейчас почему такие депрессивные регионы-то? Республики наши. Бурятия, там, Саха-Якутия, Тыва, Калмыкия. Потому что все наше богатство, все наши ресурсы, они уходят в Москву, а нам возвращаются просто копейки какие-то. И уровень жизни, ну, супер нижайший просто там. А из-за этого и идут люди. Ну, видите, это опять-таки плохое, некачественное вот это вот российское образование стрёмное. И, к сожалению, низкий уровень жизни, безработица. Ну и люди, к сожалению, как сказать, когда на протяжении долгого времени нету примеров нормальной жизни, нету, как сказать, нормальной какой-то конкурентной среды, нету вообще нормальной работы даже, жизни нету, то люди в моральном, нравственном плане скатываются и уже воспринимают нормальное то, что можно пойти на войну, убивать там людей, якобы героем там стать. Ну, это вот, конечно, трагедия это вообще для наших коренных народов. И так малочисленные, да, и еще куда-то идти за интересы Рашки воевать. Но это вообще такой бред полный. Когда война началась, я сразу же говорил, какого черта мы, буряты, должны идти воевать за русский мир? Пусть русские, ну, вообще, конечно, не пусть на самом деле, вообще не надо, чтобы никто воевал, но свои интересы должны отстаивать сами, на самом деле. Причем здесь буряты вообще? Испугался от мобилизации. Вот, кстати, мне надо про мобилизацию. Настоящие герои – это те люди, которые, несмотря на неизвестность, да, будущего, несмотря на все трудности, с семьями уехали не из-за страха, а из-за нежелания убивать людей. Вот это настоящий герой. Я вот даже хочу какой-нибудь ролик заснять, но не знаю, получится, нет. Времени просто тоже нету заняться этим. Да времени и денег, и да и желающих. Все боятся же. То есть уехать-то они уехали, но все равно боятся что-то дальше продолжать делать. Хотя зря бояться. Надо. Если бы хотя бы мы все были бы тут едины, все бы высказывались, то другая ситуация была бы. Ну а так, видите, вот эти вот люди действительно, кто от мобилизации ушел, уехал, это действительно герои на самом деле. Потому что это первое, это акт гражданского сопротивления, выражения своей позиции. Люди уехали, потому что не хотят убивать. Ну зачем ты поедешь кого-то убивать туда, в Украину, в статусе оккупанта? Еще самого грохнут. И кто от этого выиграет-то вообще? Украинские матери, у которых детей убьют. Российские женщины, да. Сколько вот этих вот случаев, когда груз-200 приходит в республики, ну, где коренные живут, и мать через несколько дней умирает. Ну, когда отпускали своих детей, да, ну, неужели не думали о том, что он может грузом 200 вернуться? О чем думали-то вообще? Тоже вот эта вот слепая боязнь этого государства. Да и хрен с ним, с этим государством. В крайняк, если уж подыхать, то, я не знаю, подыхать надо с музыкой, сопротивляясь этим мусорам, козлам, всем этим. Так и так туда на фронт отправляют. Вероятность вернуться в мешке черном, это огромная просто. Поэтому не ходите на эту войну, делать там нихер. Для чего? Все равно справедливость все равно восторжествует. Рашка, она не, просто не сможет, ну это же тупой понимает, что ну как она может победить НАТО? Это просто невозможно, это нереально. Да, сейчас они 24-й год барахтаются, да, что-то пытаются, но и то даже они этот успех не могут закрепить с этим нападением своим, да, агрессией-то на Авдеевку. Не получается там, да и не получится. Все равно Украина выстоит, и все им дадут еще. Просто, возможно,
Ну, возможно, сам Зеленский, наверное, не такой искушенный все-таки политик, может быть, ну или команда, может быть. Я не знаю, но как-то они все-таки не довели это дело. Но опять-таки, кто думал-то, что став президентом, придется стать президентом воюющей страны. Ну и то, я думаю, счастье, что хотя бы он, а не там Порошенко. Ну, то есть, не знаю. Хотя я, конечно, не знаю, каковы эти лидеры на самом деле. Но раз как-то не удается наладить контакт с западными странами, значит, что-то не так идет все-таки. Ну и не удалось закрепить успех. Но опять-таки американцы тоже моросят в этом плане. Почему бы не помочь что-то тоже. Ну, либо, может быть, они так измором хотят взять, я думаю. Ну, Рашка, чтобы она постепенно так развалилась. Также Британия, которая держала Африку в колониях. Но видите, Африка сейчас в каком состоянии-то? Также и Рашка, видите, вот я не знаю, как с этим делать, когда люди, ну, понимаете, ну, совершенно люмпины становятся. Какого черта надо было выбирать Путина в нулевых годах? Какого черта вообще Ельцина терпели столько? Ну, понятно было, это какая-то вот синяя рожа, да, там, ну, просто позор полный. Какого черта вообще поддержали эту войну в Чечне? То есть тогда надо было тоже выходить, что-то делать. И вообще, Чечня, она же независимости хотела. Это нам просто мозги потом промыли, что какие-то там боевики и так далее. Это люди просто за независимость воевали. Кто же правильно сказал-то? Я уже забыл, кто. Но, это же, по-моему, этот писатель-то, который про Фандорина написал. Не надо было с Чечней воевать вообще, надо было им свободу дать. Тогда надо было всем коренным республикам дать свободу и все, и не трогать их. Тогда бы и демократия по Ирашке была бы. И тогда бы не было это, как сейчас, что вот все так озлобились, все друг друга ненавидят. То есть все равно какое-то взаимодействие это было бы. Все равно, как сказать, инфраструктура, то есть как бы выстроена же. То есть там через нашу республику идет железная дорога, допустим. Ну, как-то были бы, конечно, границы, все это было бы, но это было бы намного легче и мягче, чем это будет в будущем. То есть вот такую агрессию посеяли. Ну и вообще, на что расчет-то был? Он что, Путин... Ну я понимаю, что он очень плохой историк, но он что думает? Столько вот было примеров, когда диктаторы все кончают одним и тем же. Он что думает? Ну я-то вот точно по-другому буду, да? Ну хотя бы надо было бы эту Чаушесскую историю посмотреть. Этого Саддама Хусейна, еще кого-то. Бань ботов. Так. Брить обязательно. Так. Боты что-то меня атаковали вообще, капец. Ты откуда человек написан? Оттуда. Путин красавчик, говорит. Ну, скоро начнет массовые репрессии, под которые залетят вот как раз-таки множество этих. Да чего вы радуетесь-то? Я понимаю, пока еще, видимо, надо отрабатывать. Но все равно когда-нибудь эту базу всех этих ботов достанут и дадут на съедение. Все равно это докатится. Что думаете, вот этот каток репрессий не прокатится, что ли? Ни по самим мусорам, ни по тем, кто режим поддерживает. Вот Сечина, сын, 35 лет, 89-го года, ну, пацан, грубо говоря, да? Чего он так ни с того ни с сего умер-то? 89-го года Сечин, сын Сечина. Что это о чем говорит-то? Это, конечно, в СМИ не обсуждается, но это говорит о том, что там тоже все очень плохо. Там раскол идет. Да и вообще, вот смотрите, я вот не понимаю, для кого они все это делали-то, да? Вот эти все Сечины, Ротенберги, Путины. Их детей сейчас начали мочить.
Что в этом как бы хорошего-то вообще? Для кого они все это старались, сделали-то? Сами с собой все хотят могилу, что ли, унести? Так не бывает. Пиши адрес. Красная площадь, 1. Как там был адрес-то? Говорит, овальный, что умер, тоже тромб. Да, сын Сечина тоже тромб, что-то случилось такое. 35 лет, молодой. Ну, мужик молодой, ну, не знаю. Так что боты когда-нибудь за вами все равно придут и нагнут. И пошлют туда же, куда посылали Навального. Так что зря рано радуетесь. Вы-то там в Рашке сидите. Сечин был укольный написано. Едь сюда, говорит. Ну, приеду, когда Путин подохнет, когда путинский режим. Но, хотя, с другой стороны, этот, я думаю, силы не хватит, духа, как Гитлеру застрелиться. Скорее всего, сидеть будет. К сожалению, ботам ничего не будет. Да будет. Не переживайте. Насчет чеченцев на войне против Украины нет ни одного чеченца. Адекватный чечен не придет в чужой дом с оружием. Ну да. Почему Рашка? Ну, Рашка, потому что Рашка обосрашка. Вот потому. Почему? Так, мне надо реально какого-то модератора. Путин не застрелится, у него тромб. Так, тут опять предлагает мне этот язык учить. Ну как мы будем? У нас будет один государственный язык бурятский и все. Потому что, ну, видите, у нас уже не может быть другой политики, потому что мы и так многое забыли и простили, да, геноцид вот этот вот 30-х годов, 20-х годов, сколько бурят убили, сколько при колонизации убили. Но то, что сейчас происходит, это просто нам всем освежило память, во-первых. Даже не освежило, а мы просто начали изучать эту историю. Вот как раз она говорит, историю изучая. Вот мы как раз про геноцид бурят и изучаем сейчас историю, как все это было, как уничтожали бурят. Поэтому терпеть вот такое вот в будущем вот это вот якобы, как сказать, необходимость изучения как государственного русского, я думаю, никакого смысла нет. Но это главное практические как бы вещи. И вот я сегодня как раз слушал там в странах Балтии, там русский язык это иностранный, там нет никакого изучения его там как второго государственного или еще что-то. То есть нам надо пример, конечно, у них брать. И вообще украинцы, белорусы, особенно белорусы, наверное, казахи, даже кыргызы, очень долгое время, к сожалению, у них два, получается, государственных языка было. Но, к сожалению, это была большая ошибка. Надо было еще в 90-х годах сразу отказываться от этого. Но, видимо, все равно был конфликт с Рашкой. Ну, потому что, знаете, вот, ну, к сожалению, это вот помимо этого крепостного как бы духа, да, еще есть такое, что типа мы вас захватим, там будем колонизировать, что-то там убивать, уничтожать. Вот сколько в Казахстане тоже сидит этих ватных товарищей, да, которые готовы этими стать. Ну, если оккупанты придут им на помощь идти, якобы освобождать там казахстанские земли.
потому что ты враг народа, говорит. Так, блин, сколько этих ботов-то? В бывших республиках официальный русский язык. Нет, это ненормально. Ну как вот, с чего это вообще будет нормально, если ты в Казахстане, да, ну как бы основная нация это казахи. Нахера им вообще русский язык сдался? Вот это непонятно. То есть с этим вопрос надо решать жестко, категорично все равно, на самом-то деле. Это же еще фактор, видите, какой. Сейчас пока большинство, к сожалению, да, русского населения Бурятии. Но это понятно, почему специально завозили, чтобы, если бы меньше было, то была бы ситуация другая. Это же специально, чтобы сдерживать, как бы, чтобы не выходили из состава. Но это все будет меняться так же, как в Казахстане, в других республиках. Даже это не будет, потому что там типа выгонять и так далее. Это, ну, просто в принципе, когда начнется этот процесс. Баир, дай мне модерационный ключ. Да, я потом с этим разберусь и сделаю. Так. Ну и как вопрос решить с тем, чтобы Россия и русский народ стали гуманным народом? Вот это вот вопрос очень, очень тяжелый, я не знаю, это, ну это, я думаю, общемировая должна проблема стать. То есть понятное дело, что на самом деле отворачиваться там от русского народа, там какие-то границы строить нельзя. Наоборот, надо максимально их как-то вовлекать в мировую культуру, в мировое сообщество, как можно больше инвестиций туда внедрять. Может быть, у американцев и был насчет этого такой расчет, что они типа индустриализацию в совке сделают, и люди, как сказать, ну, поймут, что им добро делают, в общем-то, да, помогают и будут благодарны, и потом, ну, как сказать, нормально вольются в мирную жизнь. Но видите, они с этим режимом как бы не угадали, сталинским-то. Ну а сейчас я вот думаю, как вот распад произойдет, и надо вот это вот общество, да, не отворачиваться от них, а как-то наоборот вовлекать, чтобы они потом в будущем не пытались, там, не знаю, ну как Германия после проигрыша Первой мировой войны, чтобы они не начали опять там готовиться к войне и так далее. То есть здесь надо, я думаю, идти от обратного. То есть трудоустраивать людей, соответственно, что инфраструктура будет строиться, да, там сады, обновление ЖКХ, все равно все это требует. И тогда люди, если будут пристроены, работать, не будут бухать, не будут сидеть там озлобленные, да, опять всех там ругать, и, возможно, нормально как бы все будет. Если произойдет распад России, то Бурятия и многие республики станут зависимы от Европы и Америки. Да ни хрена никто не будет зависим. В принципе, им как бы... Они вообще про нас сейчас даже не знают. И... Ну, смотрите, вот Казахстан, там другие, да, там страны, небольшие страны Балтии, там, они что там, все под америкосами, что ли? Нету такого. На самом деле не будет ничего страшного. Наоборот, это будет только польза. И русскому народу, вообще всем будет польза. То есть, смотрите, чтобы удерживать эту силу, вот эту вот территорию, нужна только сила, да. К сожалению, русские не умеют ни силы не удерживать. Это как бы вот вся история, она вот была завоевание, оккупации. И ну, нам-то это невыгодно вообще никак, когда наши природные ресурсы все выкачиваются, население уничтожается. Ну, то есть нам-то как, нам это вообще оставаться в Рашке дальше, это никакого смысла нет. Не то, что смысла нет, это смертельно опасно. То есть единственное наше выживание – это обрести независимость.
А вот Россия, у нее был шанс создать что-то подобное США, Штаты, да, когда у всех там своя конституция, свои как бы мини-государства. На самом деле Штаты это же США, это же Америка, это же не как бы не одно цельное государство. Вот в Техасе-то недавно что было, да, там они свою национальную гвардию подняли, свои войска, нагнали федералов. То есть они могут, по идее. То есть у нас, по идее, тоже должно было быть. У нас, то есть, должна была быть своя армия там, в Якутии, у нас, в Татарстане, границы штатов и так далее, свои законы. Но видите, русские же не могут так вот объединить по принципу как бы равноправия. То есть вот обязательно надо, чтобы кто-то стоял сверху, да, там, с плеткой, да, так это, плеткой махал, что-то заставлял через силу делать. Но, к сожалению, пока не умеет. Это понятная история такая, да, то, что всегда царь какой-то, там, генсек стоял, президент, ну, то есть, якобы президент. К сожалению, не умеют. Да и, наверное, не научатся уже. Теперь, я не знаю даже, какие там государства надо строить, но явно совершенно другие, чем сейчас. Чтобы вот это вот как-то изгонять вот это мышление, да, что один царь, одна вера, да, там, ну, понимаете, да. Так, что там? Что-то эти боты вообще так активизировались. У США другая форма федерации. Да какая разница, какая форма-то? Точно такая же форма на самом деле. Что у нас, в чем она другая форма, если у нас в Бурятии есть своя конституция, своя Госдума, да, свой конституционный суд был, пока его не упразднили, свой президент даже есть. Хотя я вот сейчас понял, что нам президентская форма не подходит ни хрена. Нам, видите, надо парламент, чтобы у нас был, или прямая демократия. Ну, короче, какая-то другая вообще совершенно форма, потому что мы, к сожалению, под вот этим вот оккупацией пожили, и тоже тяготение у нас будет к такой вот авторитарной власти. Нам по-другому совершенно надо. Совершенно другую власть. Ну, как и в других государствах Рашки тоже никакой вообще диктатуры больше. Иначе, видите, угроза потом всему миру происходит. Ну и, конечно, надо полностью демилитаризовать всю Рашку, отобрать оружие, вообще запретить именно русским государствам иметь армию. Ну, чтобы... Вот смотрите, Германия сейчас, да, в каком она положении? Вот первая экономика, да, там Евросоюза. Япония в каком положении? Это все, что, проигравшие страны. Японии вообще даже армии запрещено иметь. И вот люди, когда не сидят и не планируют, а вот мы кого-то там завоюем, они начинают развиваться, работать, они понимают, ну все как бы, не получится ни на кого больше нападать, оккупировать, ладно, давайте будем тогда что-то делать для своего населения. Займемся наконец-то своей страной, да, в кои-то веки. Ну и поэтому, тем более, когда будет маленькая территория, да, маленькие государства, всегда проще чем-то маленьким управлять, чем какой-то огромной махиной. Поэтому, я думаю, Америка и успешная, потому что каждый штат сам решает, как ему жить, какие законы, ну и так далее. То есть, чем ты меньше, тем ты более как бы мобилен и эффективен. Почему Европа, она тоже эффективна, и Корея эффективна. Маленькая территория, ну, населения, правда, конечно, много, это тоже плюс, то, что много рабочих рук. Но русским государствам-то это, наоборот, плюс будет, что если маленькой территории будет, а население-то все равно огромное, 120 миллионов там, да, или сколько, 130 миллионов русских проживает. Нас, не коренных, то есть коренных народов же мало вообще по сравнению с русским-то народом. То есть основное это же вот русское население этой России-то.
Ты откуда вещаешь? Из Кремля вещаю. Так. То, что для европейских стран работать не будет, работать для стран СНГ. Ну, почему, если что-то делать начать? Что, когда-то что-то пытались сделать, что ли, вообще вражки? СМБ. Чем меньше государств, тем быстрее развивать. Да кого вам там какое-то завоевание все чудится? Вот это вот я не знаю. Как вбили вообще вот в голову русским несколько тезисов, да, что кто-то хочет на Рашку напасть. Вот, ну, кто, какой дебил вообще хочет на Рашку напасть? Ну, ответьте мне просто. Вот у кого мозга хватит? Почему вообще Гитлер напал-то вот на Рашку? То просто потому, что они были... Кстати, это про Савромат почему-то про это не говорит. Они были с Германией союзниками. И вместе у Польшу оккупировали. Потом Сталин напал с совком с этим на Финляндию. Сколько там народ тоже положили. Эту линию Маннергейма не могли пройти. И он увидел, Гитлер-то, что Рашка слаба. Что надо на нее нападать. И напал. А так он даже и не собирался вообще на Рашку на это нападать. То вообще какой дурак собирался на Рашку нападать. Сейчас тем более собирается. Что, Казахстан будет нападать, что ли? Или Украина действительно хотела? Нет, конечно. Никто не собирался. И не собирается. Америка, да, там из-за океана будет нападать, да, на Рашку. Делать нечего. Кто будет нападать вообще на Рашку? Зачем ее захватывать? Какие там богатства? Все уже почти полностью там выкопали. Все эти ресурсы. Все в некоторых местах полностью все истощено. Все давно в Китай продано уже. Какие там вам богатства, все мерещится до сих пор. Вот кто-то хочет напасть на Рашку. Кому нахер вы сдались вообще, если честно? И зачем нападать-то? Что потом самому там заводы строить? Вот делать нехер. Мир вообще не так устроен. Тем более, смотрите, в демократических странах вообще-то население решает, куда и как двигаться. Ты вот просто так не заставишь. Там и бунт в армии может быть, и вообще народ может. Вот видели, как Капитолий захватили? Они так могут и туда забежать, в Белый дом, и президента оттуда выпнуть, если захотят американцы. Так что не надо думать, что вот американцы это какие-то, там, не знаю, какие-то роботы, вот что им скажут, они туда пойдут. Это наоборот, вражки, рабы, что им скажут, то они и будут делать. Сидеть молча. Даже цветы нельзя возложить у памятника политическим репрессиям. На московских болотах и нет никаких природных богатств. Но туда и надо как бы всех отправить, потому что вот как в Корее нету никаких природных ресурсов. И, пожалуйста, люди развиваются, автомобили свои выпускают, телефоны Samsung, да. Ну, либо первая это компания в мире, либо вторая после айфона. Ну, как бы непонятно по продажам. Ну, в принципе, Samsung тоже неплохую держит, как бы это, неплохую долю рынка занимает. Кстати, Липецк там взорвали тоже. На второй год войны, на третий год уже получается. Уже 2 года война идет. Вы что, неужели вы планировали воевать, вот русские люди, с Украиной, да, со своей братской страной, по сути-то, своими братьями? И, ну, это почти половина Второй мировой войны. То есть, ну, отрезка, когда совок, ну, Германия напала в 41-м, получается, по 45-й. Ну, то, что принято Великой Отечественной войной называть. Хотя это, конечно, Вторая мировая война. По сути-то не было никакой Великой Отечественной. То есть, видите, в эту всю историю как-то не вписывается оккупация Финляндии и оккупация Польши. То есть, почему-то никто про это не хочет вспоминать. А то, что напали-то... Кто на Финляндию напал? Она сама на себя, что ли, напала? Там, наверное, тоже было не все так однозначно, да? Ну, то есть, это же история-то одинаковая.
Так же, как и с Чечней, якобы контртеррористическая операция была тоже сколько лет. Так, сколько этих ботов-то? Россия самая большая страна в мире, для чего и нападать на такую маленькую страну, как Украина? Ну вот, это вы мне ответьте, русские люди. Вот вы же туда напали. От твоих слов про деда и деды в гробу перевернулись. А что им переворачиваться, если они всю эту правду сами знали? А что, я что-то неправильно говорю, что ли? Вы посмотрите историю. СССР нападает на Финляндию. Там же тоже вот все это переписано. Даже ролик какой-то я видел, что типа обязательно надо было вторгаться в Финляндию. Сейчас вот эти вот современные якобы историки там оправдывают что-то. Вот типа, ну как Путин оправдывает же Гитлера, что тот Польша сама спровоцировала Гитлера, у него не было выхода, да. Но это, знаете, вот как напоминает историю, когда это ну, какой-то маньяк просто женщину изнасиловал, да, и вот типа начинает этого маньяка оправдывать. Ну вот она сама там юбку одела, да, она сама как-то не так посмотрела, что-то там, сама там шла одна, допустим, да, вот. А если бы она одела бы там штаны, то ничего бы такого не было. Если бы она там, как сказать, паранжу одела, да, вниз бы все время смотрела. Если бы она там ходила все время с охраной, то точно ничего бы не было, да. Ну, может быть, и было бы, да. Ну, то есть, это вот то же самое, да. То есть, вот Финляндия сама как-то Советский Союз спровоцировала, что пришлось, типа, его оккупировать, да, Финляндию, нападать на нее. Что за бред вообще? Поэтому, в общем-то, что там деды-прадеды? Ну, как, они-то как раз-таки стали жертвой тоже, получается, того, что вот это неразумное, тупое абсолютно руководство решило с немцами задружиться. И вот люди-то стали, как бы сказать, жертвой. Но тоже потому, что как бы не сопротивлялись, по сути. То же самое, что и Путина выбрали. Вот сейчас вот война, расплата. То, что, смотрите, вот в 2000 году, то поколение, которому там 30, 40, 20 лет было, да, то, что они пошли и проголосовали за Путина и выбрали его президента, вот теперь ваши дети в Украине умирают ровно из-за вашего выбора. Вот это был выбор. Выбрать этого человека, и теперь ваши дети там умирают. И, к сожалению, еще и украинские люди тоже, которые вообще ни в чем не виноваты. Они что вообще сделали для того, чтобы Россия такую агрессию проявила? Вот, наконец-то он правду написал. Как было, что сильно отжимали слабых, так и есть, так будет. И пока Россия есть отжимать всех слабых, и будем, хоть вы сопротивляетесь, но преклоняться будете. Ну вот, наконец-то человек просто не стал скрывать, правду, да. То есть, на самом-то деле, я же знаю, что русские люди именно поэтому и поддерживают войну, потому что хотят величия получить. Все прекрасно понимают, что не хотела Украина нападать. Никакой НАТО войны не ведет. Это просто, вот знаете, показать свою силу. Типа, вот мы пойдем там, да, наваляем сейчас украинцам, их нагнем там, да, покажем, кто тут в доме хозяин, да, вот это вот все, поиграть мускулами захотели. Это же все понятно, это изначально было понятно. Даже вот в разговоре с всякими русскими друзьями общаешься, и видно же, что вот. Ну почему это? Я вот и говорю, все, опять мы к крепостному праву возвращаемся. Ну, если человек самодостаточный, да, внутри он сильный, внутри у него все нормально, он разве будет желать какого-то другого человека унизить, там, оскорбить, нагнуть его, да? У него не будет такого желания. Если человек самодостаточный, он будет абсолютно адекватный и внутри себя, и снаружи. Но видите, русский народ до сих пор от этого крепостного права, которое и не кончилось, кстати, так и не отошел. Ну, потому что это внутри это униженный человек, к сожалению. Ну, потому что, вот я говорю, крепостной человек, он не имел же никаких прав.
Ну, так же, как и вот чернокожие в Америке, да. Но сейчас они все это выплескивают изнутри, ой, ну, из себя, да. Вот эти акции БЛМ идут. А вот с русским народом вот это вот все предстоит еще делать, чтобы вот эта вся агрессия, она вырвалась. Ну, потому что столько лет бесправия, столько лет плохого отношения, да, к людям. И абсолютно нет никакой возможности как-то это все, агрессию эту вывести. То есть всегда это все лакировалось вовне. То есть вот это на какие-то войны захватнические. Но вопрос этот никогда не решался именно с крепостным правом. Поэтому, видите, вот эти политики, они хорошие русские, да, так называемые оппозиционеры, они это главный вопрос это никак не хотят решать. То есть они хотят, что просто Путина сместить, да и все. А тут-то надо вообще глобально все это менять. То есть надо признать, что это крепостное право было и при Совке, и, ну, и при 90-х, я думаю. То есть то, что сейчас заставляет бюджетников идти против их воли, не только сейчас уже и бюджетников, и как, кто в коммерческих организациях работает, тоже против их воли заставляют голосовать, ну, что-то делать там, да, добровольно-принудительно, где еще есть такое? Только в Рашке. Это тоже все, ну, может быть, не прямое крепостное право, но отголоски. Ну, то есть, наконец-то, чтобы у людей появились какие-то права. Тогда люди будут самодостаточные, они будут уверенные в себе, они не захотят ни на кого нападать, ни на Украину, там, ни на Казахстан, ни на Монголию, да. То есть для чего это делать? Это чтобы собственные комплексы, да, вот эта вот агрессия сейчас в Украине, реализовать через внешнюю агрессию. Вот мы униженные, но нападем на Украину, да, вторгнемся в Украину, и типа нам полегче станет. Но полегче-то не станет, потому что режим-то никуда не изменится, и твоя жизнь не улучшится никак, только хуже станет. Потому что вот сейчас санкции, да, Липецк этот бомбят, Белгород постоянно, нет хороших продуктов из-за рубежа, техники, все это сужается, все против России, весь мир. То есть это полностью изолированная страна. Ну и смотрите, еще распад-то для чего нужен, по сути. Как раз таки, если не станет самой страны, то как бы против кого тогда санкции вводить? Понятное дело, что санкций не будет. То есть все провозгласят собственный суверенитет, да, будут долю ответственности нести, но это будет уже совершенно новое образование. И, конечно, везде нужна будет люстрация. Ну и вот совершенно другие приоритеты должны быть у государств новых. И тогда все это наконец-то разморозится, и русские... Ну, я просто как бы уверен в этом, да и адекватные русские люди понимают, что русские люди – это же европейцы, они всегда жили как бы в этой европейской семье. То есть они и должны там жить в этом мире-то на самом деле, в европейском. То есть тоже часть Евросоюза стать. И я думаю, она мощная будет часть Евросоюза. То есть никакой трагедии с распадом вообще не будет. Наоборот, будет только выгода. Ну, потому что другого выхода даже из-под санкций просто и нет на самом-то деле. То есть пока эта единая страна будет, то это бесполезно. Санкции принимают их быстро, а вот как из них выходить, это просто нереально. Поэтому выход очень хороший будет. Так, что-то тут опять какой-то бред мне пишут. Надо блокировать. Так уже, как мы существуем, уже не сможем жить, это уже предел. Ну да. Ай, блин. Украина их бомбила, говорит. Санкции только полезны стали. Если Бурятия соединится, она будет Монголией. Ну, это будет еще одно монгольское государство. Ну, в идеале, конечно, было бы лучше-то объединиться всем, но пока это, по-моему, невозможно. Там надо будет в Бурятии в самой порядок навести. И плюс там в Монголии тоже реформы должны произойти. Потому что сейчас там много пророссийских сил, их надо всех выпинывать оттуда.
Что-то они там потихоньку свое это влияние начали там распространять, к сожалению. Все, надо их оттуда всех напинывать. Сколько тебе платят? $1 миллион. Сейчас быстренько побежит, наверное, мне писать. Где там? СССР силы, говорит. Ну ладно, все на ходу, друзья. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. Зену худут дахину затра байфтай.